Хотел я покороче сделать лекцию, но никак не получается, потому что предмет действительно очень большой. То есть, если бы все было известно, если были бы написаны учебники, и в школе читались бы основы этого курса, то как это делается для русских, то есть у них все церкви наперечет, все понятно, все известно, горы книг написаны, поэтому лишнего объяснять ничего не надо, и так все понятно, и можно ограничиться с какими-то узкими вопросами. У нас так не получается. То есть, к сожалению, история татарской архитектуры еще не написана, памятники недостаточно изучены или вообще не изучены. И для того, чтобы выходить на какие-то вот такие выводы, нужно все равно вводить вас в курс. Поэтому для меня придется прогуляться по всей истории татарской архитектуры, для того, чтобы было понятно, где тут традиция, а где современность. То есть тема исламская архитектура, традиции и современность имеется в виду, что современная архитектура и в ней вот какая-то традиция. Но для того, чтобы эту традицию увидеть, вам надо кое-что объяснить. Значит, татары народ непростой. То есть среди многих других народов, которые локально проживают издревле на своих территориях, татары складывались в течение тысячелетий как очень сложная нация и вобрали в себя культурные наслоения, культурное влияние и какие-то основы культурные с огромных территорий и с множеством народов. Но если вы знакомы с историей тюрков, то вот для вас эта карта многое скажет. Вот это территории, которые занимали тюрки в течение разных времен, разных эпох. И, по сути дела, вот многое из тех элементов, которые, тех традиций, тех культур, которые на этих территориях развивались, вошли и в традицию татар Поволжья тоже. Несмотря на то, что, казалось бы, все это далеко было и давно, тем не менее, это все можно проследить, и оно прослеживается. Ну, та часть тюрков, которая непосредственно сложила как бы наш народ, она в основе своей, мы знаем, это были болгары. Болгары – это не тот народ, который в VIII веке образовал Волжскую Болгарию и начал с этого времени отсчет своей цивилизации. Нет, болгары намного раньше возникли. Они могли, в принципе, и под другими именами, так же как вот мы были когда-то болгары, стали сейчас называться татары. Также точно и болгары когда-то назывались как-то по-другому. Они существовали во все времена, когда зарождалась тюркская цивилизация, и двигались вместе с тюрками, составляя их интеллектуальный костяк. То есть это была элита тюрков. Были воины, были торговцы, а были вот, значит, интеллектуалы. Как раз болгары и были той интеллектуальной элитой, которая в конечном счете создавала городскую культуру в те времена, когда булгарская, то есть когда тюркская экспансия шла с востока на запад. Вот здесь желтым обозначены основные булгарские государства. Я думаю, что вы это знаете. То есть Приазовская Болгария, которая разделилась на 3 потока, и настолько мощным оказалось государствообразующая, что ли, сила этого племени, что из одного государства, разгромленного хазарами, возникло 3 разных государства, и не маленьких. То есть это Болгария, в Придунайской Болгарии, вот она внизу слева. Она меняла свои границы, одно время была очень большой, потом сжалась постепенно до современных границ. Болгария на Кавказе, и вот Волжская Болгария, которая занимала очень большую территорию, здесь она показана меньше, то есть практически все течение Волги
почти до Астрахани прослеживаются болгарские памятники. Вот. Где-то в середине 8-го, начале 9 века болгары появились здесь, на побережье Камы, и создали здесь свои города. Но не сразу, это было два потока. Один был сначала кочевые болгары, потом, значит, после разгрома хазарского каганата арабами, городские болгары, значит, кочевали второй волной сюда и вот заложили эти города, главный из которых был Беляр. Для того, чтобы понять суть нашей культуры, как она зарождалась, мы должны понять то, что это была кочевническая культура в своей основе, сочетавшаяся с городской оседлой культурой. И та, и другая культура, они существовали равноправно. Не надо понимать кочевническую культуру как нечто примитивное. Это просто способ хозяйствования другой. Там такие же могли создаваться культурные ценности, как и в городах, но все это опиралось на как бы кочевой стиль жизни, то есть те же искусства, те же науки могли существовать, те же эпосы и так далее. Ковалось оружие, делалось ювелирные изделия и много что еще, но это все в кочевых условиях создавалось. То есть культура кочевых народов, она была не менее высокой, чем культура городских оседлых народов. Более того, если нас вот с детства учили, что кочевники, они вот такие дикие, необузданные, ничего не могли сотворить. На самом деле, достаточно просто протереть глаза, и мы увидим, что самые великие империи, которые существовали столетия и даже тысячелетия, создавались именно кочевниками. То есть это газневиды, караханиды, бабуриды, монголы, чингизиды и так далее. Можно перечислять долго, в том числе и болгары. То есть кто посмеет утверждать, что арабы, допустим, это не великая цивилизация, они кочевники. Или, может быть, чингизиды, что это не великая цивилизация, тоже кочевники. То есть оседлые народы не могли создавать таких империй, а империя – это прежде всего культура, культура управления. Не всякий народ способен гигантскими этими территориями владеть, так, чтобы там был мир, спокойствие, торговля, связь между городами. В Поволжье около 200 городов возникло, вернее, на территории Золотой Орды. Это очень немаленькая цифра, причем среди них были очень крупные города. Это сделало кочевник. Что же представляла собой кочевая архитектура? Для чего надо ее знать? Дело в том, что я вот занимаюсь как бы архитектурой всю жизнь уже сознательно. Мне сейчас 65 лет. Вот. И где-то в 20 лет я начал заниматься, вот считайте, 45 лет я ни о чем, кроме как об архитектуре, не думаю. И в конечном счете, когда дожил до определенного уровня и возраста, начал понимать, что не все можно объяснить рационально. То есть не все вытекает, как вот 1 плюс 1 равняется 2, там 2 плюс 1 равняется 3 и так далее. Так культуру мы не высчитаем. Существуют некие силы, которые управляют развитием культуры и не поддаются они рациональному объяснению. По крайней мере, наука до сих пор на них не опирается. Но, тем не менее, это существует. То есть существует генетическая память народа. Она может быть у кузнецов своя, допустим, там, у художников своя, у философов своя, а у архитекторов своя. И спустя тысячелетия, после того, как предки татар ушли от кочевого образа жизни, сейчас возникают абсолютно схожие принципы проектирования и реализации каких-то идей, основанные именно на кочевом стиле, хотя никто нас этому не учил. Оно само собой получается. Я могу потом привести примеры, просто хочу, вы увидите сами, когда мы начнем эту традицию прослеживать на более поздних памятниках, вы все эти формы увидите. Хотя, казалось бы, когда это было и было ли вообще с нами. По крайней мере, многие сейчас вздрагивают, когда им говоришь про кочевников. Какие кочевники? Мы оседлые, городские, да, но вот просто они не знают.
Вот что из себя представляли кочевые эти мобильные сооружения. Во-первых, кочевническая культура, она была и оседла одновременно. Город, центр кочевой цивилизации всегда был внутри территории, и он был оседлым. Ну, скажем, Каракарум или там Сарайчук, допустим, Кулнагайцев. Был кочевой народ, а Сарайчук с нормальным городом, со всеми, значит, причиндалами. Но архитектура у нагайцев была и такая, и они формировались одновременно и влияя друг на друга. Вот те принципы, которые в мобильной архитектуре закладывались, они потом реализовывались и в сооружениях стационарных уже. Юрты, шатры, вот мы сейчас их тут видим, это юрта, это кибитка здесь, да? То есть, по сути дела, это те же самые сооружения, просто поставлены на колеса. То есть целый город едет, можно ночевать, можно собирать там военный совет или какой-нибудь другой, и в это время все движется. То есть это вот такая остроумная система, при которой жизнь не превращается в перемещение с места на место и не замирает во время движения. Это вот такие конструкции мобильные, которые позволяют. Для нас непонятно, значит, мы это не можем считать архитектурой. Это вот цыгане так вроде как живут, да? Но на самом деле это не так. Эти вот сооружения, они были самых разных размеров, самых разных уровней богатства. Шатры могли бы вмещать до 1500 человек, а у Чингисхана была юрта на колесах, в которой собирался военный совет, 200 человек ехало. И при этом, значит, они нормально функционировали. То есть это исторические факты, они описаны в соответствующих исследованиях, книгах, записках путешественников того времени и так далее. То есть вещи известны. Но для нас что интересно? Вот в данном случае я вот показал юрты наверху. Видите, они не просто какие-то войлочные, как мы привыкли думать, да, а обтянуты шелком, из войлочной мозаики, с росписями. Богатые юрты, они отличались от бедных, так же как в одежде отличается тоже, значит, люди также и в жилище. И все эти вот элементы, которыми украшались юрты и шатры, и кибитки, они потом перекочевали на стационарные сооружения, и принципы их оформления тоже. Кочевой период закончился где-то, он не закончился, конечно, но, по крайней мере, костяком, что ли, культуры булгар стали города где-то к X веку. К этому времени как раз случилось событие, которое коренным образом изменило судьбы всей цивилизации Восточной Европы. Булгария приняла ислам. Это был 922 год. Вы об этом все знаете, вам рассказывают. Но в данном случае для нас важно, что значит, болгары, приняв ислам, сразу восприняли наиболее современную архитектуру для того времени. То есть приехали мастера, не только мастера, но и благожелательные люди, которые приняли отсюда посланников для того, чтобы можно было обучиться наиболее современным способом строительства. Вот тогда возникли такие мощные сооружения, как Белярская мечеть, которая очень большая. Вот посмотрите, там фотография наверху, видите, там автомобиль стоит. То есть это не маленькое сооружение, и у него есть каменная часть, есть деревянная часть. Строилась она в разное время, и в основе планировки этой мечети лежат арабские, сельджукские сооружения того времени, наиболее современные, но внешне она, конечно, не могла повторять арабские или там турецкие какие-то среднеазиатские образцы, просто по одной простой причине, что там жарко, а тут холодно, там, значит, дождей нет, а у нас тут снег, дождь и так далее. То есть нужно другие крыши делать надо, другие стены делать надо, тамбуры делать теплые.
отапливать обязательно как следует, иначе как ты будешь там снимать обувь и молиться, значит, в неотапливаемом помещении. То есть сам климат заставлял уже архитектуру формироваться другими путями, хотя в основе это, значит, тип сооружения со всеми его основными признаками, он был заимствован у наиболее передовых цивилизациях Востока того времени. В X веке тут по Западной Европе, которую мы считаем очень культурным регионом, бегали, значит, вот эти дикие викинги, грабили всех вокруг, жили, не снимая шкуры всю жизнь. И в это же время существовал халифат, где один только Кордовский университет чего стоит. Ну, я думаю, тоже вы это знаете. Что могла из себя представлять эта мечеть изнутри? Я подобрал очень интересный памятник в Турции, который как раз точно так же состоит из деревянной и каменной частей. Для того, чтобы вы поняли, что тут вполне корректно можно брать эти образцы за аналогии, я должен сказать, что мечети по всему миру, они абсолютно стандартные. То есть то, что вот мы видим крышу, там, допустим, да, и так далее, это само собой, конечно, должно было появиться. Но внутри все принципы построения пространства вот этого, они одинаковые. То есть мы можем взять мечеть где-нибудь, скажем, в Тунисе X века, или потом в Сирии, потом в Египте, потом здесь в Золотой Орде, они вообще не отличаются. То есть те же самые аркадные залы, те же самые колонны, те же плоские потолки, такие же точно вот эти люстры висят, точно такие же ковры лежат, и там вот бар, михраб, все одно и то же. И, по сути дела, эта вот система, она не менялась много столетий. То есть те арабские мечети, которые появились с появлением ислама уже в 8 веке, ну, ислам пораньше появился, но сформировалась архитектура чуть попозже уже, такая зрелая. Они сохраняли свои такие вот параметры несколько сотен лет, вплоть до там, 15, скажем, века, или даже 16, если мы возьмем Бахчисарайскую, скажем, мечеть, хамская мечеть в городе Бахчисарай, она абсолютно идентична и арабским мечетям, и золотоордынским мечетям, и турецким, и так далее. То есть, поэтому, если мы сейчас потеряли наше наследие, это не значит, что мы о нем ничего не знаем. Все прекрасно знаем. То есть, ну да, но не сохранилось. Ну вот есть фундамент. Когда видишь фундамент, сразу уже понятно, что это было за сооружение. Мы же не удивляемся, когда биолог берет, допустим, лапку находит от насекомого и говорит: о, я знаю, это таракан. И причем не какой-нибудь абстрактный таракан, а вот такой. И может и он рисовать целиком. Потому что он знает систему. А кто-то находит там, допустим, зуб и говорит: о, я знаю точно, это зуб овцы, допустим, да? И может эту овцу воспроизвести полностью, 100%, какая она есть. Здесь абсолютно то же самое. То есть совершенно не нужно ничего гадать. То есть мы, если находим остатки сооружений, если мы знаем систему, то можно воспроизводить дальше уже с достаточно точной, можно сказать, с точностью, ну, скажем, до 70%. То есть если мы знаем стиль, если знаем уровень культуры, технику, которой они там владели, то все дальше достаточно просто. То есть мы берем, как вот Борец берет на прием, и стандартный управление, и получается, значит, шлеп об землю. Здесь то же самое. То есть сделать реконструкцию сооружения по его фрагментам, археологическим остаткам, в общем-то, так же просто, если ты знаешь прием. Вот аналогия в Турции, которая как раз показывает, как могла, и скорее всего так и выглядела, мечеть в Гейдере в X веке. Вот вам пример, значит, арабского сооружения. Точнее говоря, я уже, видите, сказал арабское, на самом деле турецкое, они потому что не отличаются мечеть. Это мечеть Алла-Адина в городе Коня, сельджукская мечеть. И точно такой же аркадный зал мы видим в главной мечети Болгара. Она сначала была не такой, как сейчас. Ну, сейчас она вообще разрушена, но
в XIV веке, когда ее разрушали там, а позже Тимур разрушал в XVI веке, она уже имела угловые башни там и немножко другой вид. Но изначально это было вот такое вот сооружение с таким же аркадным залом, такой же планировкой, как у стандартной, и поэтому воспроизводить как бы ее характерные черты, ее все параметры достаточно просто и наглядно это можно сделать. Но в Поволжье существовали и оригинальные решения, которые выделяют эту культуру среди других. Это всегда так бывает. То есть человек может быть стандартным, но тем не менее у него свои там выражения, свои привычки и так далее. Здесь то же самое. То есть при общем характере культуры, подобным средневековым культурам селжукской и среднеазиатской, существовали некоторые сооружения, которые были уникальны для этой культуры. И вот в числе таких сооружений мы видим многобашенную мечеть. Я специально занимался этим вопросом, как появились многобашенные мечети и что это вообще такое за явление, потому что их в таком виде они не встречаются в других местах. Они есть, но они совершенно иначе выглядят. И пришел к выводу, что существовал некий ритуал, что ли, который заставлял раз за разом переносить главную мечеть государства, княжества после ее разрушения в новую столицу. И вот мы видим целую цепочку таких мечетей, они уникальны, то есть для каждой эпохи, для каждой культуры один такой памятник существовал. Для X века, это вот для XI века. Это вот Белярская мечеть, потом, значит, вот XII век, это вот мечеть в Елабуге на Чертовом городище, потом появилась мечеть в Болгаре, XIV век, потом после ее разрушения в Казани появилась главная мечеть Казани, которую сейчас все обзывают мечетью Кул-Шериф, но это не так. Это Худяков придумал, что она называлась Кул-Шериф. Вот. Но тем не менее она существовала, эта мечеть, она зафиксирована в преданиях, и, в общем-то, самое главное, что она зафиксирована в храме памятники в честь завоевания Казани, в храме Василия Блаженного, образ этой мечети. Вот здесь мы имеем одну из традиций, которая в таком снятом, что ли, виде, в виде принципа, просуществовала в течение тысячи лет и до сих пор продолжает существовать. То есть теперешние татары уже просто не могут пристраивать угловые башни. Мы, если поедем в любой район сельский, мы там увидим такие мечети с угловыми башнями, которые украшают вот углы кирпичных мечетей, построенных буквально вчера или там 10 лет назад. Это, я их много видел. К примеру, если едешь в сторону Малмыжа, вот, по этой дороге, Сибирскому тракту, там в Шишиневе такая мечеть, ну и так далее, в общем, там и есть. Вот вам уже одна традиция наметилась. Золотая Орда. Золотая Орда – это часть огромного монгольского государства, которое отделилось, вот ее вот овалом выделила темная вот эта вся огромная империя тюркская, которая называлась монгольской. Но монголы там играли такую же роль, как немцы играли в России. То есть здесь династия немецкая была вся, а культура вся русская. То есть в этой монгольской империи то же самое. Чингизиды, может быть, и были и монголами, но по сути дела, значит, они так и остались правящей династией, которая вынуждена была, вот, Екатерина II, к примеру, она 100% немка, всю жизнь не могла толком разговаривать и писать по-русски. Но она была русская царица, она, значит, за русских там готова была все что угодно. То есть здесь то же самое. То есть вот это была огромная тюркская империя, которая управлялась, значит, монгольской династией Чингизидов. И одна из ее частей, Улус-Джучи, он стал Золотой Ордой. И вот эта двуглавая птица, которая найдена была на территории Китая, она, по всей видимости, и стала одним из символов Золотой Орды. И на ее монетах неоднократно воспроизводилось. А вот тот, который в середине, это же у них же другое, да, значение будет, конечно?
Свастика? У знака, да, свастика. Ну нет, конечно, это фашисты были, что вы. Это нацисты были, Да. они евреев выжигали. Ну нельзя же такие вопросы задавать. Не, именно же. У них какой он смысл? Знаете, это очень долго рассказывать. Этих свастик, да, по всему миру, если так посмотреть, они это и у Команчи есть, и в Южной Америке у этих ацтеков есть, да, и повсюду вообще. И у буддистов есть они, и у мусульман, у кого хочешь. Но у мусульман они никакого значения не имеют вообще. То есть это просто чисто такой декоративный деталь. А тут символ, ну, знаете, вот я бы так не утверждал. То есть там, вот вы возьмите в интернет, зайдите и наберите свастика. И вы сразу поймете, что оказывается, что вы ничего не знаете. То есть там объяснений на целую книгу хватит. Но в данном случае это косоугольная монгольская свастика, которая отличается от буддийской, стандартной, там, индийской и прочее, тем, что у нее вот эти концы, они под углом идут и еще закругляются часто такой барашком таким. Золотой Орды не будет, то есть на зеркалах они встречаются и кое-где еще. Ну, это была ранняя Золотая Орда, то есть история Золотой Орды, она делится на времена монгольские и времена исламские. То есть, когда времена хана Баты и его, значит, сыновей, Сартака и так далее, и времена хана Узбека, Джанибека и так далее, то есть, когда она перешла в ислам. Что для нас важно знать? Что в культуре Золотой Орды аккумулировались даже 4 основных культуры. Это северокавказская, крымская, харизмийская и булгарская. Булгарская в первую очередь. То есть это была та основа, на которой вообще культура Золотой Орды построена. Сейчас казахи очень напирают, значит, и хотят, чтобы они были потомками Золотой Орды. Но тут вопрос вообще решается просто. Где были города? То есть на территории Казахстана, ну, 1, может, 2 было города, а на территории Среднего Поволжья 150. То есть ясное дело, что как бы государствообразующим и основной элитой, что ли, городское население составляли болгары. Вот они тут, где болгары селялись, там были города. Ну, еще в Хорезме там тоже часть городов находилась. Что они из себя представляли? Вот я назвал вам 4 основных, что ли, культурных традиции. Это кавказская, крымская, поволжская, булгарская, хорезмийская. Вот ну, это так называемая региональная культура. Так же, как сейчас в России есть там Сибирь, допустим, да, есть там Кавказ, есть. Они там по-разному развиваются. Вот и хотя бы в силу климатических условий, и потому что там другие народы живут. Здесь то же самое. То есть вот то, что мы сейчас видим, это зарисовки сарая, сделанные францисканскими миссионерами в 15 веке. И мы видим город такого персидского типа, или среднеазиатского, с довольно интересными деталями. Я же говорю, тут слишком много всего надо сказать, для того, чтобы все было понятно. Потому что каждый вот из этих элементов нуждается в объяснении, но тут время нам не дано для этого. Просто посмотрите, что это были города, а вовсе не какие-то такие кочевые орды. Вот так примерно выглядели интерьеры. Это я свой проект под названием «Золотая Орда» делал для Алмаз Холдинга. Галерея «Золотая Орда». Ну, они пожмотились на деньги и его не реализовали. Ну, картинка осталась, можно показать. Значит, вот что из себя представляла булгарская традиция. То есть это каменные сооружения очень высокой техники строительной, из тесанных гладких блоков, хорошо пригнанных, с декоративными деталями, хорошо вырезанными. Их очень много сохранилось. Но, в общем, сооружение достаточно стандартное для
мусульманского мира того времени и на уровне лучших, что ли, произведений сельджукского стиля. Сельджукская империя тогда занимала, если вы не знаете, то начиная со Средней Азии и кончая, значит, Меккой, Мединой, Сирией, Ираком и так далее. То есть это была гигантская территория, населенная культурными народами, с такой общей имперской культурой. Но Золотая Орда не входила в нее, но тем не менее, значит, вот общий стиль эпохи, так же, как сейчас Америка диктует всем, какой должен быть стиль. Вот, также Сельджукская империя тогда диктовала стиль всему миру, в том числе и в Европе. Там, правда, стиль другое название получили, романский и так далее, но по сути дела это те же самые стили. Вот уже опираясь на то, что я вам говорил про стандарты стиля сельджукского, сейчас вы понимаете, как родилась вот эта реконструкция главной мечети в Болгаре, которая сейчас стоит в руинах. Там мы ничего не можем себе представить, но если знать, как это все было, развивалось, в принципе, вполне несложно все это нарисовать. То есть известно, какие были колонны, какие были арки, какой был минбар, михраб, примерно в те эпохи, как делалось, и какие были дополнительные элементы, которые украшали мечети всего мира. Они повсюду встречаются, и у нас здесь тоже вот на раскопках они есть. И стеклянные лампы, и металлические лампы, вот эти подвесные, они находятся при археологических исследованиях. Существовало несколько комплексов, о них тоже я рассказывать не буду, просто покажу. Это вот комплекс ханской усыпальницы с малым минаретом и дюрбе. Тоже стандартное для всего мира, но в данном случае что я должен сказать? Значит, вот это вот дюрбе остроконечный, который справа мы видим, наше вот мышление не позволяет думать, что мы его придумали, а потом весь мир его воспринял. Так и случилось. То есть у меня старая подруга Ханифа Надырова пошла защищать докторскую и мне дала на рецензию свою работу. И там я прочитал, что вот, значит, золотоордынские вот эти дюрбе, они у арабов были скопированы. На экскурсии булгаров экскурсоведы говорят, что это армянский вариант. Да, армяне, что они, это отдельные песни про армян вообще. Они вообще же, Адам был армянин, у них же все армянское. И Кремль построили, и русских христианств научили. То есть, знаете, тут есть просто такой момент, да, в Москве армянская диаспора имеет огромную силу. И в частности, значит, институт Цинитья, в котором я защищал кандидатскую, он потом переименовался в УНИТАТ, то есть союзный, всероссийский теперь уже научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства. Там я докторскую защищал. Там едва ли не половина армян. Это институт, который занимается историей архитектур народов СССР. И вот представьте себе, естественно, значит, как такие люди, которые там работают, они, если хотят болгары раскапывать, они ищут там армянское всего. Смирнов искал там русских. Сколько там было русских? Они, конечно, были. Татары тоже в любом городе есть, но из этого что следует? Просто то, что они там были в каком-то количестве. А больших выводов из этого делать нельзя. Но вот делают такие выводы. Ладно. Ну и вот пример харизмийского памятника золотоордынского. Это дочка хана Узбека, Тюрабек ханум была здесь похоронена, 14 век. Он сохранился вот, без шатра из Ростова, я покажу. Но внутренний шатер, вот этот купол, он, внутренний купол сохранился, видите. Это вот уровень культуры Золотой Орды, примерно так. Если взять книги по архитектуре Средней Азии, то этот памятник там называется лучшим памятником среднеазиатским всех времен.
То есть культура Золотой Орды была настолько... Да вы сами посмотрите, какие замечательные фасады и пропорции этих арок, как все это изысканно. Ну там не только, там до десятка примерно этих памятников, там гигантский минарет стоит Кутлук Тимура, 62 метра от него сейчас осталось. С 14 века он не упал, не покосился, до сих пор стоит. Ну и несколько еще, значит, сооружений, караван-сарай там и так далее. И вот примерно в этом русле развивались дальше уже и казанские тоже памятники. В данном случае это мечеть Нурали, знаменитая, которая находилась внутри Казанского Кремля. Сохранились ее рисунки, ну я на эту тему писал достаточно много статей. Соответственно, вот все эти формы, они обоснованы, потому что есть пламя и известный размер этого сооружения, где оно находилось, в общем, все про него известно. И рисунки тоже есть. Ну, для нас что важно знать? Вот в основе тюркских сооружений, и татарских в частности, лежит стандартная композиция юрты или шатры. К ней может пристраиваться минарет, в ней может размещаться баня, может размещаться дворец, склад, гробница, мечеть, что хотите. В принципе, вот это стандартная структура, композиция, вокруг которой навешиваются разные элементы, и, значит, получается какое-то разнообразие. Вот это то, что оседлой кочевой культуре всех времен в дальнейшем, и мусульманской в частности, дала кочевая культура. То есть образ юрты или шатра, запечатлевшийся уже в камне. Золотая Орда рассыпалась в середине 15 века на несколько татарских государств независимых. И вот этот ареал я примерно показал вот этим голубым овалом, где конкретно можно проследить именно татарскую, что ли, традицию. То есть там татарское население, там татарские памятники. Это вот Крым, значит, вот часть Литвы, Большая Орда, Астраханское ханство, Ногайское, Казанское ханство, Касимовское ханство, вот здесь вот, Сибирское ханство. То есть вот то, что Касимов, он кажется сейчас далеко, да, на самом деле это граничная территория, просто она отдалилась в силу того, что там были уже, значит, границы переделаны позже. Вот, ну, для нас, наверное, актуально говорить о Казанском ханстве, что здесь было. Просто я, вот это, все, что я сейчас рассказывал, вы должны понимать, что Казанское ханство и его архитектура – это результат вот такой вот эволюции. На самом деле, не просто так взяла и выскочила, как говорит Боровик, здесь вот какая-то архитектура, а она вот вобрала в себя все эти традиции всех этих эпох и народов. Потому что это была единая территория когда-то. И так же, как в советское время существовал единый стиль, везде. Хотя он, конечно, разнообразился в Литве, там, скажем, свои памятники, в Ереване там свои памятники, в Казахстане свои, а у нас свои. Но тем не менее, стиль общий. Вот и здесь тоже самое. Татарская архитектура, она везде одинаковая была, но с региональными особенностями. И вот Казанское ханство – это один из элементов этой мозаики. Что из себя представляла Казань? Это 100 лет существования, 1538 по 1552 год. Ну, это картина художника Хазиахметова, который немножко так романтично это все представил. Ну, в общем, по большому счету он попал. То есть уровень цивилизации и уровень строительной техники, характер этой цивилизации он уловит. Вот. И существуют подлинные рисунки Казани, то есть это вот наверху, это рисунок Хуана де Лакоза 15 века, который запечатлел Казань. Как видим, здесь ни юрт, ничего нет, а нормальный город с многоэтажными домами, с башнями, с различными конфигурациями этих башен наверху. Ну вот, в общем, характер понятен. И вот еще, значит, картина, написанная русским живописцем сразу после взятия Казани.
огромная икона, она в зале древнерусской живописи висит в Третьяковской галерее в 12-м зале. Вот, и там вот изображена горящая Казань. То есть кое-что мы о том времени не знаем. Ну, теперь вот в последние годы появились результаты археологических исследований, раньше их не было. Ну, а поскольку я сам занимался этим достаточно долго, и у меня есть как минимум 2 книги, посвященные этому времени, то есть это очерки по архитектуре Казанского ханства, ханской Казани, точнее, и мечеть Средневековой Казани. То есть достаточно основательно углубился в эту тему, и, как всегда это бывает, когда начинаешь изучать, выясняется, что тут только что не берется. То есть просто никто не интересовался, не собирал эти вещи, а вдруг, когда начинаешь все вместе собирать, картина начинает складываться. И родился в итоге вот такой макет. Он делался по заказу Департамента внешней связи при администрации президента Татарстана для Экспо 2000 в Ганновере. Вот. Значит, полгода мы его делали, ну, я его как бы весь рисовал, а дизайнерское значит, бюро Сергея Михайлова, она его осуществила в материале, в бумаге. Должен вам сказать, что здесь фантазии минимум. То есть все получилось само собой. Значит, мечеть за мечетью, здание за зданием, как-то, значит, расшифровывая различные материалы, графические, и археологические, и письменные. Я выходил на те или иные какие-то группы сооружений, их внешний вид, естественно, аналогии и так далее. Ну, как комплексный такой научный анализ он все предусматривает. И получился вот такой город. Ни русский, ни среднеазиатский, ни европейский, никакой татарский. Причем, что интересно, когда вдруг у меня стукнуло в голову, погодите, в середине 16 века, когда сюда пришли русские, а ей 1000 лет Казани, ей уже 550 было. А сегодня, с того времени прошло всего 450 лет. То есть она намного старше была, чем русская Казань теперешняя. И, естественно, там то, что мы видим на рисунках Казани, или сведения об этой Казани берем, мы не только в середине 16 века. Там есть издания 13 века, 13, 15. То есть это все надо было учитывать. И, скажем, тот же комплекс Ханского дворца, он уже не сразу образовался. Сначала там поставили что-то одно, огородили там. Сначала было деревянное, потом каменное, потом прирезали еще что-то, да? То есть это все в течение столетий делалось. И каждый раз менялись технологии, менялись архитектурные какие-то стили и так далее. Все это надо было учитывать. Ну вот в итоге вот так вот получилось. Довольно интересная разработка, которая, к сожалению, погибла на обратной дороге. То есть уронили. Вот эти фотографии, это единственное, что осталось. Но остались, конечно, все эскизы, наработки, которые вполне можно реализовать сейчас, скажем, в виде трехмерной графической модели или какой-нибудь другой, если на то будет желание местных властей. Работают у нас очень хорошие художники, которые тщательно изучают все, что как бы в науке делается по этому поводу, и стараются как бы вот все это показать уже в графике. Поэтому можно прямо как наглядное пособие брать работы, допустим, Равиль Загидуллина. Тут, конечно, есть смешные моменты, то, что так все крыши тесовые, тогда это, конечно, не было. Каждую доску надо было из целого бревна вырубать. Сами понимаете, никто бы на это не пошел. Но, тем не менее, в общем-то, характер архитектуры пойман, и самое главное, мы можем здесь проследить те типы сооружений. Мы сейчас говорим об исламской архитектуре. Значит, вот в данном случае мечеть многобашенная, мечеть с минаретом на крыше, вот мечеть с минаретом в
впереди здания, с угловой установкой минаретов и так далее. Вот, значит, как они примерно могли выглядеть, это все Загидуллин показал, и вполне я все свои книги иллюстрирую вот этими картинами, потому что они очень, не 100%, но может хотя бы на 85% они вполне правдивые. Ну, про комплекс Ханского дворца я рассказывать не буду, потому что это в тему не входит. Но, наверное, будет интересно вам услышать про мечеть Кул-Шериф, которая... Как она называлась? Вы же говорили, она по-другому называлась. Я говорю сейчас про мечеть Кул-Шериф. А главная мечеть, она неизвестна как называлась. Кабир называлась она главная. Вот. А это речь идет именно о мечети Медресе Кул-Шерифа, которая находилась в Казанском Кремле. Значит, тут такая загадочная история произошла, но это просто бывает такое, такие фантастические вещи случаются. Археологи раскопали сквер перед Благовещенским собором, искали, шли эти исследования и нашли там большой и развитый средневековый комплекс сооружений, одна из которых явно была мечетью. Ну, там как от самого комплекса мало что осталось, потому что на стройматериалы все перетаскали. Но фундаменты в виде вот этих самых траншей, там, значит, всякого мусора и свай забитых, они все равно прослеживаются. Ну, когда в разные годы копают, соответственно, значит, вот эти все форматки, они по-разному. В общем, короче, целую работу большую провели, чтобы это в едином масштабе всю одну картину составить. Когда составили картину, казалось знакомым, что-то такое тут неуловимо тревожное. Выяснилось, что планировка вот этой средневекового комплекса полностью совпадает с планировкой архиерейского дома, который сгорел в 1829 году. Двухэтажный каменный дом. Но это не дом, это комплекс там большой, архиерейское подворье. И был разобран после пожара, но был при этом запечатлен архитектором Петонди. То есть он снял планы, разрезы, фасады, зарисовал. И когда наложили вот это все на древнюю планировку, выяснилось, что это оно самое и есть. То есть это комплекс мечети Медресе Кул-Шериф, который был передан архиерею и использовался в течение, значит, ну не им там, их несколько было архиереев, под архиерейское подворье в течение 300, что ли, лет. 300, что ли, получается. Даже может быть, да, примерно так. Есть 1552 и 1829, вот считайте. Почему? Ну, во-первых, наложение планов само по себе о чем-то говорит, но там еще не только это. Вот когда смотрим на планы, там видны обрубленные эти минареты, лестницы бытовые, которые ведут в никуда, заканчиваются на уровне крыши. Там много помещений загадочных, которые вроде как ни к чему. То есть тут пришлось серьезно потрудиться, и в итоге вот вышел вот такой трехмерный график, из я этого сделал. Комплекс, ну, насколько позволяли чертежи и раскопанные сами границы сооружений, потому что часть перерезается зданиями, часть просто не успели раскопать. Вот сколько было, столько я и восстановил. Вот получился такой комплекс сооружений в таком примерном масштабе. Мечеть и, значит, резиденция самого Кул-Шерифа и медресе со всеми сопутствующими. Ну, что такое медресе? Это такой кампус студенческий, закрытого типа, где, значит, есть там помещение, где они живут, помещение, где они учатся, помещение, где они отдыхают, хозблок и так далее, и так далее. То есть это тоже стандартная вещь для мусульманского Востока. В принципе, зная все эти вещи, вполне можно понять, как все это было. Вот, видите, мы выходим на какие-то достаточно реальные реконструкции ханских сооружений середины XVI века. Казалось бы, навсегда
утрачено, никогда ничего уже не будет известно. А оказывается, вот, жизнь подкидывает такие сюрпризы. Ханский дворец. Значит, я не стану рассказывать вам, как это получилось, да, если уж вас до такой степени заинтересует, просто можете взять мою книгу «Очерки персидской ханской Казани», и там, значит, все материалы, касающиеся этого дворца, они есть. Но вот итогом всех этих исследований стала вот реконструкция ханского дворца. Как вот такого вот сооружения. В общем-то, ханский дворец, если его рассматривать не как не одно здание, а целый комплекс сооружений, там есть представительские сооружения, тоже хозблок, там гвардия, да, конюшни всякие, мастерские, значит, рекреация, там бани, ну, много чего, зал приемов, да, значит, жилые помещения, администрация там и так далее. То есть это достаточно сложный комплекс. Он, в общем, напоминал дворец султана в Топкапы в Стамбуле. По всем принципам организации, в общем, напоминал это. И что самое интересное, еще похоже на Бахчисарайский дворец тоже. И, значит, по всей видимости, золотоордынские вот эти столичные дворцы тоже подходили примерно под эту же структуру. И, как ни странно нам покажется, на самом деле это естественно, дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Тоже по типу Золотоордынского дворца построен. По всей видимости, его архитектура тоже является одной из такой русских ветвей Золотоордынского стиля. Вот. И теперь вот тоже интересный момент. Вот эта дверь, которую вы справа видите. Это не фантазия, это не абстрактный рисунок и не какой-то откуда-то заимствованный. Это я сам лично обнаружил эту дверь в Ярославском музее под названием, значит, «Царские врата», какой-то там уже несуществующий церковь. Они там экспонировались. Переделанные под «Царские врата», потому что вот эта колообразность была убрана там, врезаны иконы в полотно прямо, значит, выборка была сделана по орнаментальному фону резному под эти, значит, киоты, на которых размещались иконы. Но дверь мусульманская как бы настолько стандартная, они, начиная там с Магриба и до Занзибара, они повсюду эти двери. И Средней Азии тоже. То есть абсолютно стандартная дверь. Вот мы выходим на еще одну находку периода либо Золотой Орды, либо, значит, Казанского ханства, которое просто сохранилось, когда Казань грабили, а может не только Казань, не знаю что, ну, будем считать, что Казань. Вот вывозили такие наиболее интересные элементы, детали и, значит, их использовали потом. Вот в данном случае вот эта дверь таким образом и сохранилась, на наше счастье, и нам показывает примерно уровень культуры этого народа, который жил тогда в середине 16 века, здесь или в 15 веке, и уровень его архитектуры тоже. На эту тему у меня есть публикации, значит, обосновывающие все это, так что это уже результат исследования этого памятника и реконструкции. Ну и вот еще один вид. Это реконструкция ханского двора в районе Ханской мечети, сделана художником Газеевым по, значит, моему эскизу. И этот эскиз мы сделали вместе с Хази Ахметовым. Дорабатывал он там еще. Сейчас она экспонируется в Музее государственности. Довольно большая картина, вот такого примерно размера, как эта. Ну, здесь вот мы видим дворец, вы уже его узнали, наверное, да? Ханскую мечеть, вот слева и дальше там Ханское кладбище идет. В общем, так. Ну и некоторые детали, вы тоже их видели, наверное, их постоянно везде показывают, рисуют, фотографии. Это резные детали на дороге. Но никто их не воспринимает как архитектуру.
На самом деле никто же для надгробий специальные орнаменты не выдумывал. Брались архитектурные орнаменты и их переносили просто, значит, их элементы на надгробие как более подходящие. То есть реально вот эти вот элементы, они были над окнами, над дверями. Это могли быть росписи, это могли быть деревянная резьба или каменная, расписанная или не расписанная. Но элементы архитектуры времен Казанского ханства мы видим своими глазами. Значит, это не то что предположение, то есть достаточно взглянуть на памятники османской архитектуры в Стамбуле или вообще где угодно. И мы таких вещей массу там увидим, они очень стандартные. Но там всего, там мечеть стоит, допустим, какую взять мечеть? Ну, скажем, Селимия в Эдирне, огромнейшая мечеть. И там из изразцов вот такие же композиции, прям под деревьями выложены. Ну, кончилось это все вот так. Тоже можно вам не рассказывать. И вот так. Это рисунки художника Хазиахмета. То есть средневековая традиция, она вот таким образом пресеклась. Ну, что значит традиция? Традиция, наверное, не пресеклась. То есть она осталась в головах у людей, в каких-то других вещах, в памятниках, менее монументальных, да и в руинах тоже. Но сама, что ли, традиция строительства таких масштабных сооружений уже была утрачена. И вплоть до 1992 года, когда впервые нам стало позволено строить такие масштабные мечети, такой архитектуры больше не было. То есть это 426 с чем-то лет. Значит, у татар не было ни возможности, ни средств, ни архитектурных кадров, которые могли бы это сделать. И вот смотрите, что получилось в итоге, когда в 96-м, по-моему, году был объявлен конкурс на мечеть Кул-Шериф, наши архитекторы выиграли все 3 тура. Хотя участвовали там турки, финны. Я был членом жюри, экспертом главным, значит, по этой мечети, был в этом, на этом конкурсе. Я как бы, значит, анализировал каждый из этих проектов, экспертизу делал. Там с Ливана был, значит, один проект был, ливанский архитектор. Ну и из России тоже достаточно много. Выиграли наши, потому что вот у нас где-то внутри это, я не знаю, как это назвать, ну, что-то было, что позволило наиболее органично вписать и поймать те формы, которые для, значит, этой мечети были необходимы. Ну и вот апофеозом, что ли, всего татарского стиля стало вот это сооружение. Это храм-памятник в честь завоевания Казани на главной площади Москвы, храм Василия Блаженного. Фактически это памятник татарской архитектуре. То есть образ ханской Казани, увенчанный крестами. То есть концепция здесь совершенно четко читается. Значит, ну, сами знаете, как москвичи готовы все как угодно объяснять, только они никак не могут объяснить, как она вдруг ни с того ни с сего появилась. В таком виде, если такой традиции вообще не было. Так не бывает, потому что, вот посмотрите, как сейчас церкви строятся, они же насквозь канонизированы. То есть там все предопределено, должно быть так, здесь такие-то маковки, здесь столько-то маковок, они должны размещаться так, и вдруг вот так. Ни с того, ни с сего. Ну, в принципе, я проанализировал это сооружение от и до. И вот книги мечети средневековой Казани и стили и формы средневековой архитектуры Казани. Я там достаточно подробный анализ дал каждого из этих форм. В общем, наиболее близкими аналогиями здесь являются памятники Мамлюкского Египта. Как ни странно. Хотя на самом деле ничего странного в этом нет. Если будут вопросы, я потом объясню.
Вот здесь как раз показываются некоторые элементы сопоставления. Вот, пожалуйста, монгольский минарет видите в том же стиле. Это вот 12 века мечеть в Адане, шатер. Можете сравнить звездчатый ярус. Здесь звездчатый, там и так далее. То есть это просто так таких совпадений не бывает. В Казани стоял памятник, который взяли за образец. Главная мечеть в Казани. Ну вот Маковки, видите, вот это и Маковками бимбарами. Ничего не бывает. Значит, подводя итог, должен вам сказать такое. Татарская архитектура на сегодняшний день – это явление очень сложное, очень древнее. И только простое перечисление эпох, через которые она прошла, и стили, которые она при этом формировала, уже говорит о том, что нельзя просто так оценивать это все. Вот посмотрите. Я тут кочевой стиль еще не написал. Но булгарский стиль, он вбирает в себя и кочевую архитектуру, и городскую тоже. Золотоордынская эпоха, постзолотоордынская, это Казанское ханство. Потом вот периоды барокко, классицизма и прочего. И советское время и современное. То есть вот современная архитектура Татарстана – это продукт вот этих всех эпох, которые сложили основу для современного формотворчества. Это во времени. А теперь посмотрим в пространстве. Это я таблицу делал для кандидатской диссертации. Я взял все мечети, все татарские слободы, которые в русских городах существуют, нанес их на карту, и получилось, что они четко вписываются вот в этот треугольник. Это вот зона распространения татарской архитектурной традиции в Российской империи. В Российскую империю в разное время входили разные культуры. Но ни кавказские, ни среднеазиатские имамы там никогда не бывали. Везде, на всей этой территории, только татарские слободы и только татарские мечети стоят. Это зона золотоордынской традиции. Ну, плюс немножко распространившаяся в разные стороны. Казань после того, как ее заселили русские и татары теснили на окраины, она не сразу приобрела вот такой облик, какой сейчас она имеет. И многие татарские сооружения стояли еще долго. Они описаны, зафиксированы, и в начале XIX века еще попадались. Видите, как выяснилось, что и архиерейское подворье тоже, оказывается. Все это влияло, и все это в какой-то степени, ну, татары, может быть, помнили что-то. Так или иначе, вот эта традиция, она не сгинула вместе с Казанским ханством. И некоторые из этих сооружений мы видим, вот, запечатлены, видите, художником Корнеевым в 1801 году. Тут явно идет, видишь, усадьба средневекового такого вида, это период классицизма. То есть там даже не пахнет никаким классицизмом, это явно крымско-татарского вида или, может, турецкого вида, азербайджанского, какого хотите, да, и, соответственно, вот мечеть там тоже на классицизм никак не смахивает. То есть татарская традиция, она жила и продолжала существовать, невзирая ни на какие, значит, давления со стороны властей или со стороны чего-то. Ну, естественно, градостроительные какие-то преобразования были, появлялись здания в модных стилях. Причем я пришел к выводу, вот, самое простое, конечно, что приходит в голову, что вот, ага,
русские архитекторы делали, поэтому вот это русское влияние. Но давайте просто включим мозги. Кто может заставить человека делать дом в каком-то стиле, если он сам не хочет? Это вообще невозможно. Он все равно сделает по-своему. И если это появляется, значит, татары сами так хотели. И действительно, если мы посмотрим Стамбул того времени, весь таким же зданием застроен, там никакие русские их не заставляли. Такая же европейская архитектура. Если мы посмотрим Дамаск того времени, там тоже эти самые центральные части, где жила элита арабская, тоже такие же имеют. То есть передовая часть интеллигенции, где бы она ни была, она придерживалась стиля эпохи, этих веяний. Поэтому говорить, что это вот русское влияние, да вот точно такие же здания, они хоть в Чехии, хоть в Стамбуле, или там, вот я, допустим, видел в Бухаре, в Самарканде, там центральная часть города, такими же зданиями застроены, где дворец Эмира Бухарского XIX века, тоже такого полуевропейского стиля. То есть это такая же татарская архитектура, но принявшая современный вид. Наряду как бы со всей культурой России того времени. Татары были такой же нацией, мощной, которая никогда не забывала, кто они есть. И, соответственно, значит, их нельзя было просто так взять и согнуть через колено и сказать, вот теперь давай отменяй всю свою архитектуру, теперь ты будешь вот так строить. Так не было. Так не было, и все, что выстроено было, надо стремиться рассматривать через призму традиции, насколько это традиционно и насколько это современно. Вот смотрите, вот это татарская слобода того времени. Мечеть Апанаева, запечатленная в турнире. Вот эти все детали, которые я тут нарисовал, они выглядят, это я кандидатской своей рисовал, они выглядят таким, ну, причудами. Вот захотел человек такой вот сделать, вот он нарисовал. Захотел вот такой вот сделать, нарисовал. Но если все это вместе объединить и посмотреть в прошлое, мы увидим здесь желание показать принадлежность тюркской ключевой традиции. Вот эти волнующиеся формы, вот эти свисающие элементы, вот такие, как наверху. Это вантовые конструкции, это вот входы в шатры такие были. И хорошо, можно сказать, что вот я тут навыдумывался, наверное, это все не так. Но если мы взглянем, что было у киргизов, что было у турков, которые тоже не забывают о своем ключевом прошлом, мы видим точно те же самые элементы там, на современных зданиях. То есть это общее. И я даже думаю, что это взаимосвязано. То есть татары, когда все это делали, они знали, что так же делают турки, что так же делают казахи, туркмены, то есть те, кто относится к единому тюркскому миру. Вот в этом смысле тогда уже становится понятной форма крыши Апанаевской мечети. Почему она такая? Вот говорят, русская барокко, да? Первое, что говорят, это русская барокко. Я решил, ну, знаете, ребенок говорит, король голый, да? Потому что он ничем не связан. Вот я решил быть ничем не связан и проверить. Делал, набрал русская барокко. Ну, барокко я изучал, что я таких крыш там не видал. И вот когда я начал набирать русское барокко, оказывается, у русских таких крыш вообще нет. Нигде. Ни в Петербурге, ни в Москве, ни в любом другом городе. Они вот есть здесь в Казани и есть в Стамбуле. Вот вам и русская барокко. Также у татар существовала своя концепция архитектурной традиции, опиравшаяся как на свою собственную линию, что ли, свои собственные какие-то архитектурные эпохи и стили, так и на общую тенденцию в тюркском мире, во главе которой, и исламском, во главе которой тогда стоял халиф, сидевший в Стамбуле, султан турецкий. Извините, а как тогда правильно вот называть вот такой стиль? Как вот, ну... Татарский.
Но вы же говорите, это же и у киргизов, у туркменов, у турков. Может быть, тюркский тогда? Тюркский? Вы Правильно. знаете, сейчас вот вы задаете вопрос, который требует серьезного осмысления. Сейчас я это вижу как татарский стиль. Потому что я вот до таких обобщений, ну это специально надо, или диссертацию писать, или что-то, да? Моей жизни не хватило для того, чтобы такой обобщающий труд делать. Это уже много. Ну, может быть, и тюркский, может быть, не знаю, но это слишком смело сейчас с моей стороны будет так заявить. Вот то, что он татарский, я могу доказать. А выкрикнуть, ну, опозоришься, с чем не докажешь потом. Попробуйте вы сделать это. Вот элементом этого же стиля являются вот такие вещи, тоже проистекающие из кочевых элементов оформления. Видите, какие интересные вот зигзагообразные полосы на стенах мечетей, домов, наверное, их видели, да? И сейчас они есть. Откуда они взялись? Почему татары вот так красят полоски? Почему они красят такую елочку? Почему никто больше этого не делает? Зато, если мы пойдем в Сирию, там мы увидим такой же полосатый Дамаск, эти вещи. Если мы поедем в Каир, мы там эти вещи увидим на стенах. Если мы поедем в Турцию, вот там турецкий минарет, вот там мы это увидим. Это все, опять, ноги растут оттуда же. Это отголоски кочевого стиля. Как они сложились? Почему вдруг зигзаг из-под ног перекочевал туда? Вот вроде половик, да, зигзагообразными полосками. А все очень просто. В юрте что половик, что стены из одного и того же материала. То есть рогожки, циновки, они вешаются на стены, потому что зимой для того, чтобы от холода защититься, нужно как можно больше слоев навешать. Это летом, когда надо продувать, это все убирается, да, и вот поднимается, даже получается вот такое придуваемое пространство, а зимой все это вешается. И для тюрков нет разницы между декоративно-прикладным искусством, вот этими половиками, которые висят на стенах, и архитектурными элементами. Они есть и в Европе. Там нет такого, чтобы, значит, архитектурные детали совпадали с вышивкой. А у тюрков это есть. То есть, если мы начнем сопоставлять израстовые композиции на, скажем, куполах с шелковыми тканями или вышивками, мы увидим там одно и то же. Это как раз принцип тюркского стиля общего. Поэтому вот эти вот, это татарские плавы. Вот эти татарские, значит, я не знаю, бранные они, по-моему, называются, которые на этих станках делают. Зигзаги. И вот эти зигзаги, они совпадают не случайно. А вот скажите, наверху это тоже татарский? Да, это татарский стиль. Просто я вырос в Узбекистане, узбеки считают, что это узбекский. Конечно. Ну кепка она чья? Она и во Франции кепка, и у грузинов кепка, и у русских тоже кепка, и у нас тоже она кепка, правильно? Она корень свой имеет, конечно, но сейчас она национальная принадлежность каждой культуры. Нельзя так говорить, что эту кепку изобрели во Франции, значит, в нашей культуре это не принадлежит нашей национальной культуре. Или, допустим, ну, грубо говоря, да, имя Альберт. Татарское или не татарское? Происхождение немецкое, да, татарское или нет. То есть в любой культуре найдутся элементы, которые совпадают с элементами культуры других народов, но они являются национальной принадлежностью и нашей, и их. А вот откуда они происходят, это вопрос другой. Отдельно надо говорить. Ну вот, когда мы смотрим фотографии или рисунки татарских сооружений, там, здесь, в Томске, я не знаю, в нашей татарской власти, или в Елабуге, или в Астрахани, мы должны понимать, что за этим кроется огромная нерасшифрованная культура, что все это, по сути дела, шифр.
за всем этим стоит какая-то традиция. Что бы мы ни взяли, вот эти звездочки, или вот эти узоры, там выколотка, это, наверху вот эти шарики, да, или вот эта двуглавая птица, оно все имеет какой-то корень. Просто так, случайно здесь не появилось. Почему двуглавая птица, герб Российской империи, крестьяне будут у себя? Почему герб Советского Союза не делает у себя? На наличниках. Вы видели когда-нибудь, что герб Советского Союза серп и молот делали на наличниках деревни? Никогда. А двуглавые орлы есть. Причем полно. И в Казани, и везде. Почему? То есть вот это все текст, который надо уметь расшифровывать, и надо понимать, что за этим кроется многослойная древняя культура. К сожалению, вот это все исчезло уже, или продолжает исчезать, но удалось кое-что запечатлеть, и в общем, это нам материал для того, чтобы для новых архитекторов, которые могли бы затем это претворять в жизнь. Ну вот в Казани вообще очень интересно вот это вот слияние, вернее, даже не слияние, а что параллельное развитие двух этих культур, которые переплетаются между собой. Вот возьмите колокольный красный на Баумане, да? Никто же не говорит, что там татарский купец Кривоносов построил по проекту там Буша, по-моему, да? И вот, пожалуйста, вам, значит, индийские, индомусульманские сооружения. Как это так? Как это можно объяснить, что вот почти буквальное совпадение минарета какой-то индомусульманской мечети и вот форма этого церкви? Любой русский, конечно, скажет, да, это случайность, не может это быть. Но если мы вспомним, что Русь была в составе Золотой Орды 200 лет и развивалась как часть золотоордынской культуры, а куда она денется, то тогда понятно становится, что просто у этих форм одни и те же корни. Просто это те же самые татарские слова, но русские манер сказаны, каких в русском языке полно-полно. Сами знаете, базар, башмак, и так далее, и так далее, и так далее по списку. И здесь то же самое, в архитектуре то же самое, все эти татарские слова сохранились. Просто русские давно забыли, потому что сопоставлять не с чем. Татарское наследие исчезло. Если татарский язык существует, то русский может сравнить и сказать, вот же мы же знаем откуда. Чугун. Ну и так далее. Вот, значит, Петропавловский собор можно вот так расшифровывать. А можно снова Петропавловский? Здесь расцветка среднеазиатского с Петропавловского собора. Элементы отдельные, видите, они все не случайно попали сюда. Вот это вот татарская мечеть в Пермской области абсолютно то же самое имеет штуку, как и здесь. Если вы скажете, зачем это нужно? Зачем это нужно было в русской церкви делать татарские элементы? Скажу, архитектура – это воплощенная политика. Вот, допустим, мечеть Кушерит, да? Вы думаете, что она просто так появилась? Ни с того ни с сего. Это политическая декларация. Это плевок в сторону Москвы был. И самоутверждение такое вот. И назвали его шериф именно поэтому, потому что это герой обороны Казани, который погиб. То есть само название уже об этом говорит. И специально турецкие формы ей придали, чтобы было понятно. Не какие-то там вот другие, а именно такие. Здесь то же самое. Это здание было построено в период массовых крещений мусульман. Когда все мечети разрушались, и там такое творилось вообще, кто знает, тот знает. И вот для того, чтобы новокрещенные татары не шли в ненавистную им атмосферу, им придавали формы татарского стиля. Это не только здесь. Это в Сибири очень много, там целое сибирское барокко, такое направление появилось, где татаризированные такие эти церкви на ней. Сейчас Крестоводвиженская церковь в Иркутске, Адигитриевская церковь
по-моему, где-то там забыл уже. Ну вот Петропавловский собор — это одно из таких сооружений, которому специально придавали формы привычные и любимые для татарской традиции, чтобы новокрещенные татары воспринимали это как свое. То есть вроде как полумесяц на крест поменялся, но в общем все равно по-татарски и службу по-татарски ведутся. Вроде бы и не так противно. Вот смысл, как бы концептуальный смысл этих форм в русских сооружениях совершенно четко ограниченных такими временными рамками, периодом насильственных крещений в Российской империи. Ну вот здесь вот видите, элементы кочевого стиля, они и на фасадах, вы уже научились их понимать, и внутри, если мы посмотрим, нет мебели, нет картин. Вот эти вот трансформирующиеся перегородки висят, я не помню, как они называются, вот такие жерди, на которых вешаются все. Это в юрте тоже делается. То есть все убранство татарского дома, невзирая на то, что он имеет 4 стены, а не вот эти, не круглые формы. Все остальное, весь быт, он, в общем-то, копирует убранство юрта. Я еще застал такие дома. То есть я родился очень давно, в середине прошлого века, и, значит, первые свои 15 лет провел в деревне. Вот тогда, в середине 50-х годов, это все еще было живо. То есть это традиционная культура, это все самодельная мебель, самодельные все эти вот сельскохозяйственные инструменты, все, ну, все делали руками, абсолютно. Керосин вместо электричества и так далее. То есть вот такая патриархальная обстановка она была, и поэтому очень хорошо помню вот это, что мебели никакой не было, лавки, палати, печь. Ну, это вот к тому, что во всем, в том числе и в расцветке, в пропорциях, в самой композиции, в элементах декора, во всем кроется воспоминание о чем-то. Это не случайность. С одной стороны, что это такое? Модерн. Скажет, любой человек скажет модерн. А я вам скажу, что это занавес. Да еще сверху стол вместе. Тут все четко, посмотрите, вот стол, к нему привязана вот эта вот самая ткань, вот она висит. Вот сверху оформление ее, и вот эти вот элементы, которые стекли. Как вы назвали занавес? Модерн. Нет, вместо модерна какой? Занавес, я сказал. Просто занавес. Шатер? Вот. Что? Вот это скажет, что это такое? А, это классицизм, да, это называется венецианское окно. Я вам скажу, это михраб. В любой мечети, например, такие михрабы. В арабских мечетях, в турецких. То есть эта традиция намного древнее, чем венецианские окна. А венецианские окна, чтобы вы знали, они из мамлюкской архитектуры перешли в Венецию в 15 веке только. То есть это мусульманская форма, которая в Европе была воспринята во время Ренессанса. А у нас она была уже давно-давно во времени. Ну и так далее. Вот здесь смотрите. Вот уже как бы вы, наверное, уже кое-что научились понимать. Мы видим традиционные и, можно сказать, канонизированные типы мечети. Вот это вот из кочевого стиля прямо пришло. Это так называемый монгольский дом с центричной вот этой установкой минарета. Они у литовских татар сохранились. Один в один, которые с воинами хана Тохтамыша в XIV веке перекочевали в Литву. И там до сих пор такие мечети строят. Это золотоордынский тип мечети. Ну да, конечно, на него навешали вот эти самые колонны. Но это все равно, что на меня надеть джинсовый костюм. Ну, надел. Что, татарин перестал быть? Чистокровный татарин, просто в джинсовом костюме. Здесь вот то же самое. Можно навешать любую сверху декоративную архитектуру, и все равно эта архитектура будет татарская. Потому что в основе ее лежит и планировка. Ну, прежде всего, функция. Мечеть уже не может быть русской по определению. А потом дальше уже композиция, планировка, функция сама.
элементы стиля, ну и так далее, много-много. И получается, что тут русского вообще ничего нет. Стиль, кто сказал, что он русский? Он французский. Почему может быть русское барокко и не может быть татарского? Почему может быть русский классицизм и не может быть татарского? Классицизм во Франции родился. Русский его переняли, он стал русский, правильно? Все, а мы его взяли в Стамбуле, он стал татарским. Все. Одновременно со всем миром. То есть сама логика, вот, она как бы подсказывает какой-то другой ход мысли. Ну и так далее. То есть тут можно много разговаривать вот, по поводу интерьера мечети Марджани, который все говорят русское барокко, но опять начинаешь сравнивать, тут гораздо ближе оформление Тадж-Махала, чем любого русского дворца. Как раз 17 век. Ну, вот я вам показываю в разном стиле, как бы модерн, эклектика, татарские сооружения, они уже, наверное, вы начинаете понимать, что это не отголоски русских стилей, а твоя собственная традиция, которая одевается в стиль эпохи. Вот теперь можно переходить уже к современным мечетям. Когда стало понятно сам ход развития в течение определенных эпох. Вот смотрите, вот это татарские мечети, которые были построены в течение 20 лет. Вот совершенно разные по стилю, по виду, по композиции. Что может их объединить между собой? Казалось бы, полный свистопляск. Ничего общего между ними нет. Давайте посмотрим. Когда начинаешь их анализировать, получается, что они просто идут в русле разных направлений и стилей. То есть традиционное направление, это когда просто копируют то, что было, один в один, и получается, значит, современное, но в то же время мы так, точно такое же сооружение можем и в 19 веке, и в 18, и в 16 веке. Один в один, они вообще практически не меняются. Неоисторизм. Что это такое? То есть люди хотят, чтобы это было похоже на то, что было на какой-то образец в прошлом. И его воспроизводят. Ну, как могут. Но не один в один, а как-то интерпретируют. Но все равно очень хорошо узнаваемый такой образец прочувствуется. Ретро-стиль. Это когда образца как такового нет, но есть образ. То есть определенные эпохи. Либо ханская казна. Вот ретро-стиль, это наш честь Кушевика. Образца тут нет никакого. Но даже наоборот, образцы вернее есть. В основе это вроде как юрта, минарет, вроде как в мечети Азимова взяты. Можно поискать. Но в целом это, в общем-то, такой вот художественный свист на тему 16 века. Татарский псевдобрутализм. Но это я вам покажу. И хай-тек это абсолютно современный. Вот посмотрим сейчас. Вот посмотрите, это традиционная архитектура. То есть люди, не заморачиваясь современными стилями, просто берут и делают, как вот им хочется. Чтобы это было похоже. Я могу сотню привести других образцов, и переводил в других статьях и так далее. Но не в этом дело. Просто вам для образца, чтобы было понятно. Вот видите, две мечети рядом. Еще у нас в интернете, я помню, значит, да что это татары, спятили совсем, уже не знают, куда свои мечети поставить. Уже мало им, значит, рядом уже ставят. Да? Просто одна уже обветшала. Вот они абсолютно ее скопируют, сейчас это разберут. Один в один. Вот это как бы форма передачи традиции. Ну и здесь то же самое. Видите, здесь стиля как такового нет. Тут явно средневековье пахнет. И здесь то же самое. То есть простая форма, без всяких вот как бы этих ухищрений, никаких попыток стилизации. Просто вот берут и делают, как примерно я их понимаю. Вот тоже, видите, традиционные типы мечети, я выбрал по-разному, изобразить положение.
мечеть Касимы, и делается что-то такое. Где-то на картинке видели, берется, допустим, крымская мечеть, делается, берется турецкая мечеть и делается. Вот тут золотордынская типа. С двумя минаретами. Вот воспроизведение мотивов юрты. По-моему, очень хорошо видно. То есть здесь не надо ничего выдумывать, совершенно очевидно, что здесь обыгрывается именно юрта с минаретом, как... И что интересно, таких мечетей не было вот, уже 400 лет. Они вдруг возникли в 90-е годы. То есть то, о чем я говорю, ни с того, ни с сего, вдруг появилось целое направление в архитектуре мечети, которое воспроизводит средневековую традицию, ту традицию, которую никто не знает. Это неисследованная абсолютно традиция, никто про нее ничего не знает, а она взяла и возникла. То есть об этом надо думать, как это получается. Неоисторизм. Вот эта мечеть, она спроектирована архитектором Айдаровым. Он мне рассказывал, как он это сделал. Вот он говорит, я взял, значит, за основу, как я понимаю, значит, архитектуру Хамского дворца, вот внизу, в Кремле. И, значит, сверху поставил минарет, который воспроизводит пятишатровую композицию мечети Бордье, которая стояла на теперешней улице Фрунзе. Я еще ее помню, деревянную мечеть. Там магазин Балакапи был. Потом, когда построили это здание, его снесли. Там был детсад, на самом деле, в мечети. 80-е годы, начало 80-х. Вот он для того, чтобы преемственность показать, ту мечеть сломали, он перенес этот образ сюда. Вот вам, пожалуйста, как раз историзм. То есть он буквально не повторяет образец, но ассоциативно он опирается на какие-то мотивы. Ну и здесь то же самое. То есть берутся какие-то определенные типы мечетей исторические и обыгрываются уже, ну, а все формы остаются узнаваемыми, потому что характерный такой силуэт татарского минарета остроконечный. И, ну, добавляются какие-то купола, там какие-то вот вещи, которых в прошлом не делали так. Но, тем не менее, это очень исторично выглядит. Ну и здесь вот то же самое. То есть интерпретация идет каких-то форм вроде исторических, но как бы в истории таких образцов точности не найдем. Это уже именно интерпретация идет, аранжировка. Ретро. Ну, я уже говорил, что такое ретро. То есть это без всяких прототипов, но, значит, попытка сохранить образ мечети. Такая свободная формотворчество, но при этом характер как бы вот татарской мечети он сохранился. То есть, если не вдаваться в подробности, мы татарскую мечеть хорошо знаем. То есть, общую композицию, общий силуэт, пропорции какие-то, вот, это все. Хотя все детали уже, видите, современные, ничего такого историчного нет. Тут вот явно сельджукские просматриваются уже мотивы, здесь вот мотивы юрты просматриваются и так далее. То есть вот идет такой вот аранжировка темы. И вот псевдобрутализм. Что это такое? Значит, вообще необрутализм в Европе, он такое достаточно мощное течение было, которое оперировало вот такими грубыми формами, отстраненными от всяких исторических стилей, а именно рассчитанные на чисто такое эмоциональное восприятие, как современная форма, которая отрицает историческое прошлое. То есть надо было смотреть чисто на чистую форму.
а не на отголоске какой-то традиции. Здесь же, видите, сочетается и то, и другое. То есть берутся, с одной стороны, совершенно новаторские какие-то решения, а с другой стороны, опять здесь мы видим ту же традицию, которая выпирает буквально. То есть мы никак не можем сказать, что это не мечеть. Вот эта четырехминаретная композиция, минареты именно в той пропорции, когда их ни с чем уже не спутаешь. И заканчиваются они именно так, как это делалось всегда у татар. То есть тут никуда не денешься. Хотя это очень новаторски все сделано. Вот, пожалуйста, вот другие примеры. И хай-тек. То есть это новое направление, опирающееся на чистые конструкции, где основу художественного образа составляет уже технологические какие-то решения фасадов. Стекло, металл, бетон. Мне скажите, у вас желтым написано и не видно цвета. Это в Карелии, Костомукша. Мечеть Костомукша. Но это проект, они, по-моему, ее не осуществили. Там очень мощное движение же против мусульман. То есть даже те мечети, которые уже начинают строить, они начинают там либо свиней резать на этом месте, либо свастики рисовать, поджигать там и так далее. В Карелии. Да. В Карелии и в этом Ямало-Ненецком округе, там тоже разломали уже готовую мечеть. То есть по России катится эта волна фашистская, которая сейчас, не знаю, раньше вот как-то легче с этим было. А вот псевдобрутализм, где был написан Тапер, вот мечеть такая вот нестандартная, это в каком городе? Нижний Кавказ. Это Нижнекамск. Да, да. Очень, кстати, симпатично. Но с ней, конечно, довольно дурацкая история с этой мечетью. Она была спроектирована главным архитектором духовного управления Таджиддина в Уфе. Как его? Я видел проект этой мечети. Он профессор преподает там у них в этом строительном институте. И почему-то, он отдал Таджиддину этот проект, а тот, видимо, на доработку дал кому-то. И она вышла под именем Манукяна уже в Набережных Челнах. То есть вот так. Вы говорите Армения. Вот, ну здесь что? С одной стороны, вроде как мы говорим, что традиции никакой нет, но с другой стороны она есть. То есть мы видим отдельно стоящий минарет. Это только минарет может быть. У него есть шерифе, у него есть маковка. То есть формально это все, оно есть. Купол, который формы, может быть, выглядит он не так, как обычно, но тем не менее вот формально есть главное здание. Вот, значит, вынесен вперед вестибюль, то есть вот мечеть, скажем, у нас Нурлат на Сенном базаре, она именно так сделана. Купол, значит, основной объем, вынесен вперед вестибюль с минаретом стоящим. То есть традиционная композиция сохраняется, даже и пропорции, и даже какие-то элементы, они все равно традиционные. Но это обработано таким образом, что уже выглядит как-то, значит, новаторски. Но этот стиль, он вообще сейчас как бы идет по всему миру. В Чечне сейчас турки, видимо, их строят. Турецкая архитектура в этом плане вообще очень такой прорывный. Ну и арабы тоже пытаются так делать, малазийцы. Вот примерно то, что я вам хотел сказать. То есть вот мы живем в городе, где на первый взгляд все очень просто. Вот дом в таком стиле, вот дом в другом стиле, вот, значит, сосуществование того и другого, да. Вот тут мечети, тут значит, церкви. Но с другой стороны, это, знаете, вот когда человек сам не поет или в оркестре не играет, для него это все мелодию слушает. А вот если он сам, он сразу различает, так, тут первый скрипка, тут вторая, тут Ари пошел, да? Значит, и каждую эту мелодию он слышит. Грамотно надо быть в этом смысле. Вот Казань как раз такой город, где настолько вот эта симфония сложная,
что попытаться понять, как это все происходит, можно только изучив серьезно традицию как русской, так и татарской, так и, собственно, казанской архитектуры, которая тоже имеет свою собственную традицию. Вот это все слагает вот такой неповторимый облик Казани, который многим непонятен, но мы изнутри живем. Вы знаете, я вот помню, значит, король Хусейн Иордании, значит, устроил конференцию у себя там, значит, недалеко от Аммана, 62 километра, у них там такой есть городок Мафрак, бывшие казармы офицерские. Ну, для казармы, конечно, очень шикарно, вроде нашей олимпийской деревни. И вот там, значит, курировала это его сестра, принцесса Визанали. Вот мы там сидели, значит, работали 2 недели. И вот когда сидишь в зале, много народу. Вот это, значит, сидят арабы, самые разные, сирийские арабы, египетские арабы, вот это, значит, иракские арабы, это из Ливана и так далее, да. Вот русские сидят, немножко татары, очень много татар. И получается так, что всю исламскую культуру России представляют только татары. А кому еще? И вот видно, насколько мы раскосы по сравнению с ними со всеми, степняки. Хотя мы здесь этого не видим. Но никто сейчас не скажет, что мы такие азиаты. А вот там отлично видно. Вот в Казани то же самое, мы изнутри живем, особо-то не ощущаем это все, да? А со стороны хорошо видно. Приезжает и рот разевает, ух ты, как у вас тут интересно. Вот об этом во всем надо знать. Все, спасибо за внимание.